О Великой Отечественной войне сказано и написано много. И романы, и воспоминания, и фильмы. Мы, кажется, все знаем об обороне Ленинграда, о Сталинградской битве, о Курской дуге и других великих сражениях. Но об обороне Кавказа написано не так много. Есть отдельные фрагменты, эпизоды, из которых трудно сложить общую картину. А ведь в стратегических планах Гитлера Кавказ занимал особое место. В этом году исполнилось 70 лет битве за Кавказ. Как известно, одними из ключевых очагов сопротивления немецко-фашистским войскам в те годы были перевалы Абхазии, где с августа 1942 по январь 1943 года шли тяжелые бои. Защитники Кавказа сыграли важную роль в срыве планов немецкого командования, не допустив прорыва гитлеровцев. 22 июня, в День памяти и скорби, в районе перевала Санчара была установлена мемориальная плита памяти защитников Кавказа, павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне. Инициатор акции памяти – директор фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба и научный сотрудник АБЕГИ, историк Николай Медвенский. Организаторы – компания «Аквафон» при поддержке президента Абхазии Рауля Хаджинба. Весной этого года фонд «Горная Абхазия» принял решение посвятить все экспедиции 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Для нас это крайне символично, ведь именно здесь, в горах Абхазии, проходили бои Второй мировой войны. Мы должны помнить о том, что это наша победа и наша боль, потому что именно здесь сложили свои головы жители Абхазии, граждане Абхазии. И солдаты со всего Советского Союза остановились здесь, на подступах к нашим городам фашистов. И благодаря этой победе, благодаря их самоотверженной воле и бесстрашию мы смогли остановить ужасную трагедию. Мы должны всегда помнить об этом и чтить память погибших здесь солдат. Состав участников акции был очень разнообразен. Наряду с организаторами, фондом «Горная Абхазия» и компанией «Аквафон» в ней были потомки героев, участвовавших в битве за Кавказ. Тамара Гицба и Шамиль Таркил – внучатые племянники старшего лейтенанта Шамиля Шамба, уроженца села Абгархук, погибшего в сентябре 1942 года в окрестностях Санчарского перевала. По их признанию, посетить место гибели деда – давняя мечта семьи. Мне посчастливилось присутствовать на акции, посвященной памяти защитникам Кавказа. И вдвойне мне особенно приятно, потому что стало известно, что в этом месте, на Санчарском перевале, сражался и погиб родной брат моей бабушки Шамиль Шамба. Братья и сестры Шамиля искали место его захоронения, и эти попытки были безуспешны. Для меня это, несомненно, особый день, потому что осуществилась мечта моя и моей бабушки. Наконец-таки было установлено место гибели и захоронения моего дедушки. Я с друзьями поднялся сюда почтить память погибших и, конечно же, в частности, моего деда. Он погиб на этом месте, на этом перевале. Меня тоже зовут в честь него, назвали Шамилем. Был он очень молод, ему было 22 года, как и многим другим ребятам, которые пришли сюда, самоотверженно сражались за свою родину. Спасибо хотелось бы им сказать большое и попросить у будущего, грядущего поколения, чтобы никогда не забывали того подвига, тех дел, которые сделали наши деды. Готовясь к поездке на перевал Санчара, организаторы хотели обратить внимание не только и даже не столько на значимость этой обороны, сколько на подвиг людей, его совершивших в необычайно суровых условиях. Ведь защищали Кавказ в основном люди, не только не подготовленные к войне в горах, но даже не представлявшие, что это такое. Работая в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, занимаясь поисками документов, связанных в частности с боями на перевалах Абхазии, обнаружил список безвозвратных потерь личного состава 307-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии, которые принимали участие вот прямо здесь, вот в этих местах, на подступах к Санчарскому перевалу. Увидел местную фамилию, да, Шамба Шамиль Сулейманович, заинтересовался, выложил в интернете скан, копию этого документа и попросил всех неравнодушных откликнуться. Но благодаря неравнодушным гражданам, которые откликнулись на эту просьбу, мы вышли на Шамиля, мы вышли на Тамару. Родственникам было сообщено о месте гибели
старшего лейтенанта Шамба, но точного места захоронения, да, к сожалению, им не было известно. Несмотря на сложные погодные условия в горах, участники акции достигли заданной цели и установили мемориальную плиту. На состоявшемся здесь же импровизированном митинге вспоминали погибших, говорили о необходимости увековечивания памяти павших защитников Отечества. Мы помним, потому что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в Абхазии и во всем Советском Союзе. И пока есть хоть один солдат, останки которого не найдены, будут вестись работы по их поиску. Только здесь, в Абхазии, вот на Санчарском перевале, на Марухском, огромное количество останков солдат, которые еще не найдены, не опознаны. С фондом города Абхазия компания «Аквафон» сотрудничает уже не первый год. Для нас было даже немного странно и удивительно, что мы соприкоснемся с этой командой, с этой компанией с новой стороны, с новой грани. Цена победы была огромной. Судьбы тысячи людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. Спустя 70 лет потомки героев впервые прикладывают руку к земле, в которой покоятся их предки, не пожалевшие жизни для свободы всего человечества. Мы помним о том, что благодаря их самопожертвованию враг не пришел в наши города и села. Это наша боль, наша утрата, наша общая победа. Мы помним, мы гордимся. Пли!